Так, ассаламу алейкум. Приветствую всех. Так, видно меня? Слышно ли меня? Так, всех приветствую. Всем алейкум салам. Всем здравствуйте. Опять 25, да? Что-то я не вижу. Напишите, если меня видно и слышно. Зависли, не зависли, как у нас? Ну что, у меня на картинка идет. Видно и слышно хорошо. Супер. Так, еще раз всех приветствую. Салам Маршал, всем достойным, говорит Аладдин. Салам алейкум, говорит Турпал. Алейкум салам. Хадижа Байсангуру, слышно хорошо. Дойчланд, ассалам алейкум. Алейкум салам. Так. Привет из Беларуси, видно, слышно. Андрей Малашицкий. Приветствую, Андрей. Приветствую, Беларусь. Всем добрый вечер. Жона Морозова. Добрый вечер, Морозова. Deutschland Live, мотор. Так. Так, мотор, говорит. Ну вот, собираемся потихоньку. Ассаламу алейкум, брат. Трансляция, окей, Гулу мира. Ва алейкум салам. Салахадин. Аслан, доброго вечера. Приветствую, Салахадин. Леди, приветствую. Вячеслав Косенко, город Украинка на связи. Приветствую, Вячеслав. Так, Шеше, наконец-то успела, говорит, Шеше. Понятно. Это очень хорошо, Шеше, что ты успела, что вы успели. Deutschland Live, да, Аслан Мокшмеш, Дересхуль, Свобода Осман, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум салам, Осман. Так, приветствие, как обычно, у нас затягивается на 3 минуты. Ну, обычно затягивается на 5 минут. Но сейчас 3 минуты. Быстренько поприветствовали всех. Так, жду ваших вопросов. А пока я бы хотел бы затронуть тему по поводу теракта в Берлине, который произошел 23 августа. 23 августа, сейчас одну минутку, скрою с экрана вопросы, чтобы не отвлекали. Привет с Украины, говорит Александр Самаридный. Приветствую, Украина. Приветствую всех. Здравия, говорит Елена Орлова. Приветствую, Елена. Так. Сейчас хотел бы я поговорить по поводу теракта в Берлине. Помните, такое выражение было, когда шла первая русско-чеченская война, потом вторая русско-чеченская война. Чеченский след, такое было выражение, помните? И сейчас в Германии нашли не просто русский след в Берлине, а следище просто, которое ведет, как когда-то дело по поводу убийства Александра Литвиненко, как следы Полония вели. Тоже, кстати, в Гамбурге был Ковтун, напарник, подельник Лугового, видимо, агент Лугового, который также здесь проживал. Ковтун сдавался, здесь просил убежище, получил убежище, был женат на жительнице Гамбурга, у которой мама родом из России, видимо, для того, чтобы легализоваться как-то. И вот тогда был везде Полониевый след,
который оставил вот это радиоактивное вещество, которым был совершен теракт против Александра Литвиненко в центре Лондона. Много людей пострадало тогда от этого, но при всем при этом никаких таких действий не было. Даже суд, даже имея такие доказательства, следствие, правоохранительные органы свою работу провели блестяще, но вот судебные вот эти тяжбы очень сильно затянулись, и в конце концов решение было вот выиграно женой Александра Литвиненко через 10 лет, по-моему. Затем был еще один теракт уже с применением новичка. И вот сегодня в разработку путинские террористы взяли Германию. Здесь огромное количество, без сомнения, огромное количество агентуры, как полезных идиотов, так и действующих агентов. Также есть люди, которые ненавидят Америку и готовы из-за этого, ну я не знаю, назло маме отморожу себе уши. Вот такого плана, короче говоря. Вещи творятся. Я ранее говорил, еще раз говорю, обращаюсь к властям Германии, против вашей страны, вашего высшего руководства политического, в том числе, в первую очередь, Ангелы Меркель, канцлера, совершен террористический акт, то есть акт запугивания. Дело не в личности как таковой, там, чеченец это был или не чеченец, там мог оказаться как Зелимхан, так и любой другой, кто проживает и получил там убежище в Германии. И Зелимхан был убит именно для того, чтобы продемонстрировать акт устрашения. Мне, когда я вот эту тему в прошлый раз обсуждал, мне в Фейсбуке там писали люди, соглашались с этой позицией, что да, так и есть. И мне напомнили один случай, который произошел во Франции. Когда Франция отказалась продать Мистрали, да, вертолетоносцы, корабли, которые перемещают вертолеты на своем борту, резкая пошла атака, террористическая атака на Париж, если вы помните. Тот же Шарли Эбдо, убийство вот этих карикатуристов, и другие там теракты были, несколько терактов. После этого Олланд приехал в Москву, договорился, ну а как бы, наверное, Путин не говорит, что это я лично делаю, да, лично Путин-то это и не делает, потому что исполнители были арабы непосредственно. Но вот у этих арабов заказчики, их кураторы есть люди, которые там им объясняют, что вот сегодня настал день пойти в рай. Ты не знаешь, почему именно сегодня этот день настал, ну вот тебе объясняют, что сегодня он настал. И тебе всего лишь надо убить каких-то там карикатуристов, и все, и так просто все. И сразу тебя убьют, и ты тоже пойдешь сразу в рай. Воспользовавшись, да, это несложно в наше толерантно-нетолерантное время, когда, я не знаю, убийство собачки или там какие-нибудь такие вещи считаются мега-мега недопустимыми, а убийство целого народа, держать народ в заложниках, уничтожение, например, с целью устрашения в Сирии, допустим, да, уничтожают бомбежки женщин, детей, городов, больниц, роддомов, детских садов, школ. Это считается, ну да, ну происходит, ну что мы поделаем. Вот такого вот плана вещи происходят в мире. И то же самое сейчас произошло по отношению вот, к Ангеле Меркель. Без сомнения, я со всей уверенностью это заявляю, без сомнения это является террористическим актом, то есть актом устрашения немецких властей. Немецкие власти, если вы сегодня не отреагируете должным образом, и получится так, что вы посчитаете, что, ну ладно, там есть коммерческие интересы, финансовые интересы, крупные
банковские какие-нибудь интересы, автостроение, автопродажа, ну и так далее. Мы знаем, что Германия очень мощная, без преувеличения, великая страна на самом деле. И есть люди, которые заинтересованы в дружбе с Россией. Именно несмотря на любые вот эти вещи. И знаете как, если вы не лезете головой, не лезете полностью головой в проблему в эту, да, и говорите, да нет, меня не касается. Вы занимаетесь бизнесом, у вас банк какой-нибудь, или там продаете, производите автомобили Mercedes, или производите турбины, которые поставили в Крым, Siemens, допустим, ну или еще что-нибудь, то вам как бы нет дела, ну подумаешь, убивают. Ну подумаешь, Путин. Ну я же не с Путиным имею дело, я имею там с бизнесом России дело. И им как бы, они тоже не любят Путина. Этот бизнесмен, он тоже, наверное, не согласен с этой политикой убийства мирных людей, геноциду, военных преступлений, террористических актов. Эти все ужасы, которые существуют на сегодняшний день, и в 90, 80, в 90% случаев это КГБ и ФСБ это все делает. Это без преувеличения, без какой-либо там мании преувеличить. Абсолютно это стопроцентный факт. Если сегодня реорганизовать, иллюстрировать ФСБ и аффилированные с ними вот эти террористические режимы, то в 90% случаев терактов на земле закончатся. И люди реально зло будет, которое существует на земле, ну, подавляющее зло будет повержено. Но это уже другая история. Германия, если это спустит на тормозах, если же меркантильные интересы преобладают, возобладают над принципами права, принципами человечности, гуманизма, то нет сомнения, что еще один теракт наподобие теракта Скрипалем и после Литвиненко, убийства Литвиненко и попытка убийства Скрипалей общественно опасным способом обязательно повторится. Я бы хотел напомнить один случай. 2 года назад русский террорист Сергей К., как его указывают в прессе немецкой, совершил террористический акт против футбольной команды Дортмунд Боруссия. Это русский террорист, который долгое время здесь жил. Он выходец из России, какие-то там корни, как обычно принято, да, у тех, кто выезжает, много выезжает из России людей, которые не являются никак вообще, ни этнически, ни ментально, никак они не являются немцами, ну где-то бабушка, тетя, еще кто-то у вас оказался немцем, вы там женились на ком-то, там, у которого там 7-я вода на киселе немцы. И вот тоже по еврейской линии много людей приезжало. Ну, у евреев более-менее это как-то отслеживается, с немцами вообще это сложно доказать. Есть тетя, бабушка, там делается липовая справка. И вот таких людей здесь тоже очень много. Ну, я не настаиваю, что этот Сергей вообще не имеет никаких связей с немцами, но это человек, который, как их принято называть, хотя некоторым это не нравится, русские немцы. Вот из русских немцев. Этот русский немец, без сомнения, был связан, знаете, помните, был случай ареста племянника главного пропагандона России Киселева. Племянник был здесь осужден за то, что участвовал, ЛНР, по-моему, да, участвовал в такой организации, вот, террористической организации ЛНР. И вот этот Сергей написал бумажечку, что это ИГ, Исламское государство, вот это, что вот они требуют вывести все войска с территории Сирии. Немецкие войска или натовские войска, вот я сейчас деталей не помню,
Но факт в том, что человек, который не умеет делать взрывчатые вещества, да, надо этому обучаться, и в интернете этому не научишься. Я много литературы и много уголовных дел видел с этим делом, я много это читал, но я так и, ну, в практическом смысле я-то, наверное, понял, что это такое, но в теоретическом смысле понял, а в практическом я бы, наверное, не смог бы это все воссоединить, как-то все это в пропорцию добавить. Это очень сложный, на самом деле, механизм вот, по изготовлению, да, это надо очень качественно подходить, там я знаю, что не должна упасть влага и так далее, специальные условия должны быть для подготовки этого. И вот этот человек это сделал. Нам не показали место, где он собирал эти 3 бомбы, так как, скорее всего, этого места не было. Ну, я не знаю всех моментов. У него было 3 бомбы. Он расположил эти 3 бомбы, и автобус немецкой команды, самой известной, самой такой любимой немецкой команды Дортмунд Боруссия, тройной взрыв был против нее произведен. Это сделалось для прикрытия, да, просто так рай им не интересен, как там другим террористам, которые там исповедуют там другие взгляды. Им интересны деньги, вот этим русским террористам. И на акциях Дортмунд Боруссия, у этой футбольной команды были акции. И нужно было сыграть на понижение, планировалось сыграть на понижении этих акций. И человек скупил акции, взорвал этот автобус. Слава богу, никто не погиб, но были ранены один полицейский и, по-моему, 1 или 2 футболиста. Большому просто счастью и большому сожалению террориста никто не погиб, и большому счастью нашему, что там никто не погиб. И акции не упали, да, и быстро был вычислен вот этот террорист, который находился недалеко, так как ему нужно было нажимать вот это дистанционное управление для подрыва. Так вот, потом этот теракт сперва озвучен, была записка от ИГ, написанная как будто там плохо знающим немецкий, хотя этот парень хорошо знал, Сергей этот знал хорошо немецкий язык, но он сделал вид, что он плохо говорит по-немецки, и в итоге ему нужно было отвести следы вот на исламское государство по старой КГБшной, ФСБшной традиции, ну и заработать денег, да, на нападение этих акций. Все это было выявлено быстренько, немецкие правоохранительные органы работают профессионально, вообще по сравнению с Россией, что я видел, и по сравнению, как тут работают, но это просто между небом и землей. Конечно, есть куда стремиться, есть еще куда развиваться немецкой полиции, но то, что на моем опыте и то, что я видел, лучше я пока ничего не видел. Как работают люди, может где-то еще есть получше, что работает. Так вот, тогда это было первое заявление во всех СМИ, что это террористический акт, так как была бумажка от ИГ. Потом, когда поняли, что их пытаются ввести по ложному пути, следствие запутать, и было выяснено, что все-таки это не исламское государство, а путинское государство, статью переквалифицировали со статьи терроризма на другую квалификацию, там попытка массового убийства, что ли, из алчных каких-то соображений. Не знаю просто точно, как она квалифицируется, но она точно была уже не теракт, эта статья. Теперь мы видим, что угроза исходит напрямую к канцлеру Германии. Можно говорить, что чеченцы таким образом, я в лице чеченцев, да, делаю так, чтобы привлечь внимание, и что я там хочу как-то спекулировать на этом, да. Но поверьте, это абсолютно не так. В 1995 году, когда Дудаев говорил, что после Чечни будет Крым, там Грузия, Украина, и что Европа станет внутренним делом России, как сегодня Европа заявляла, что Чечня внутреннее дело России. Вы тогда тоже многие думали, я сейчас обращаюсь там, к западным зрителям, западным слушателям меня. Вы тоже думали, что мы это делаем ради того, чтобы там как-то спастись. Нет, мы вас предупреждаем.
Я лично предупреждаю вас, что после взрыва футбольной команды Дортмунд-Боруссия, на которую реакция была минимальная просто. Да, человек пойман, арестован, уже осужден. Но на политическом уровне, на государственном уровне кто-то посчитал, что это не теракт. Что это не теракт, а вот какой-то вот Сережа решил заработать вот таким вот, нечеловеческим способом деньги. Я просто не понимаю, как вообще так можно заработать деньги. Но вот такой уникальный человек оказался именно русским. Нет сомнения, что этот человек был связан с ЛНР или ДНР, так называемыми республиками, на самом деле террористическими образованиями, которые находятся на территории Украины, не подконтрольной Украине территории. И вот сейчас мы получили прямую угрозу Ангелу Меркель, что мы будем дестабилизировать. Опять же, сработали немецкие грамотно, профессионально правоохранительные органы и задержали русского террориста. Следы ведут в Москву, в Кремль. Если я говорю русский, это не значит, что я всех русских там не люблю или нет. Это так называется. Нас оболгали чеченским террористом, я называю русским терроризмом. То, что является русским терроризмом. Поэтому, если что говорю, как думаю. Так что я считаю, что немецкие службы должны в обязательном порядке принять меры, достойные великого немецкого государства. Если же вы посчитаете, что опять же это все ерунда, то будут убивать чеченцев. То, что будут убивать чеченцев, это, как бы я об этом ранее говорил, и сейчас говорю, у нас есть информация, поступает информация, что чеченцев на территории Германии будут убивать. И не только на территории Германии, других европейских стран тоже. Всех. Кого-то как личного врага, кого-то в цели так запугать, как сейчас это произошло с Ангелой Меркель и так далее. Если же не ответить сейчас достойнейшим образом. Да, конечно, будут колоссальные, миллиардные там потери и так далее, но Германия должна просто прервать полностью все контакты со спецслужбами из Германии и привлечь, ввести новые мощнейшие санкции от Германии и депортировать, объявить персонами нон-грата, в первую очередь Сергея Нечаева, бандпосла, бандпритона, который находится на территории Берлина, так называемое российское консульство, российское посольство, и всю агентуру, которая связана вот с этим бандпритоном. Если вы не сделаете это сейчас, завтра будет еще один террористический акт, убийство чеченцев продолжится на вашей территории, и, конечно же, будет убийство не только чеченцев, но и террористические акты против немецкого государства. И это не потому, что мы хотим себя обезопасить, я это говорю. Я говорю, потому что к этому идет. И я уверен, что найдутся здравые люди, которые отбросят вот эту ширму, не слушать чеченцев. Да, что вот чеченцы, они такие вот какой-то сложный, неподконтрольный, неуправляемый какой-то сложный народ, который постоянно чего-то добивается. Мы добиваемся таких же прав, какие есть у всех людей. И мы вас просто предупреждаем, с вами это произойдет, без вас, вы придете к этому решению рано или поздно. Как сегодня пришла к этому Украина, как вчера еще пришла Грузия, как страны Балтии, которые хорошо знают, что такое Россия и Советский Союз, которые уже пришли к этому. И вам, немцам, которые помнят еще, что такое Штази, что такое ГДР, вам рано или поздно придется к этому прийти, потому что вновь это будет продолжено. И, возможно, это будет намного масштабнее, да, чем просто запугивание убийством человека, так, угроза для Меркель. Вот, в принципе, все, что касается по поводу вот Хангашвили. Хангашвили, вот на моем заднем плане видно похороны Зелимхана Хангашвили. Зелимхан Хангашвили, защитник чеченского государства, ушел убитым в центре Берлина, ушел, как известно,
достойно, как подобает любому мужчине, защищающему свою родину. И родственникам и близким хотелось бы выразить еще раз, очередной раз, слова соболезнования. Да, лазу обал дольчин, да, алдех алвойля. В принципе, мы, конечно же, очень внимательно следим за тем, что происходит сейчас в немецких, вокруг вот этого убийства Зелимхана, и СМИ мы больше всего наблюдаем. И как себя ведет Генеральная прокуратура, которая не принимает это дело. Я не знаю, какие факты еще нужны, но я думаю, что Генеральная прокуратура должна принять это дело на себя и вести это дело под особым топовым контролем. А так будем смотреть, будем наблюдать, и, конечно же, мы будем выходить на митинги, мы будем протестовать, если действия немецких властей нам не понравятся. Я, как человек, который получил политическое убежище в Германии, имею все права человека, гражданина Германии, кроме как голосовать и участвовать на выборах. Я имею право требовать соблюдения своих прав в рамках закона. Также у нас есть очень много граждан Германии, которые проживают, этнических чеченцев, которые проживают здесь в Германии. И, конечно, мы тоже будем требовать. Мы будем требовать, и мы бы хотели бы, чтобы наша кровь не была водицей. В России наша кровь дешевле воды стоит. Наша чеченская кровь. Пролить нашу кровь не считается зазорным, считается там даже убить нашу женщину или там надругаться, это считается русской доблестью. И за это получают награды в России. Здесь совсем по-другому. Здесь не так, но вот это наше молчание, конечно, приводит к тому, что и наша кровь здесь не так ценится, как если бы это было бы, например, по отношению, например, к гражданину Германии, этническому немцу. Или бы, если это был бы еврей, или если это был бы там американец. Да, это была бы другая история, и реакция, может быть, была другая. Но я знаю бюрократическую вот эту проволочку, которая очень долго иногда в Германии бывает. И судебные дела, и такие масштабные дела не делаются так быстро и так легко. Мы готовы открыты к сотрудничеству с немецкими властями. Мы сотрудничаем, готовы сотрудничать, готовы, открыты для любого диалога на всех уровнях. И, конечно же, мы всячески будем вам в этом помогать и защищать вашу страну, конституционный строй вашей страны, интересы Германии. Лично я за себя могу отвечать наравне, как это я делаю по отношению к Чеченской Республике Ичкерия. И я уверен, многие чеченцы так себя будут вести, которые не по своей воле оказались здесь за границей. Так, перейдемте, давайте к вашим вопросам тогда. Так. Андрей Малашицкий, у нас в Беларуси во власти или бывший КГБшник, или вассалы Кремля, и еще у нас есть смертная казнь. Да, знаю, Андрей Малашицкий, знаю, что у вас есть смертная казнь. И верю вам, что КГБшники и вассалы у вас сплошь и рядом. Так, лунный свет, ассаламу алейкум, алейкум салам. Старьязап Дружбан. Ведь Аслан многократно проводил в одиночку пикет за освобождение Сенцова. Где взаимность? Ага. Ну, Сенцов освободился, взаимность. Где взаимность? Будет взаимность. Чем говорить украинцам, да, за Сенцова. Мы за Сенцова выходили, не только за Сенцова, мы выходили за всех заключенных, незаконно осужденных в России. Сенцов один просто из самых известных стал из этих. Мы за чеченцев тоже выходили, конечно же, и тоже говорили об этом. Но нам в первую очередь, вместо того, чтобы звать украинцев, конечно, они нам нужны все, мы
союзники, друзья со всеми. Но нам в первую очередь нужны чеченцы. Где вы, чеченцы? Почему вы молчите? Сколько можно молчать? Сколько можно это терпеть? Это просто невероятно. Если вы сами не будете защищать свои права, клянусь, за вас никто не будет защищать. Их нетрудно защищать, достаточно просто уделять этому время и выходить на митинги и говорить об этом. Этого достаточно. Здесь правовое государство. И это надо делать всегда, всю жизнь, пока будет существовать чеченское демократическое правовое государство, нам всю жизнь нужно будет защищать свои права. Всю, просто. Или же войти там в часть там, России и дать им защищать наши права, и как они наши права защищают, мы все прекрасно знаем. Никого в мире нет более злостного нарушителя наших прав, чем Россия. Так, видео. Ассаламу алейкум. Надеюсь, ты подумал о своей безопасности. Ты у них как кость в горле. Видео говорит. Ва алейкум салам. Моя безопасность, ну, я за свою безопасность не беспокоюсь особо. Конечно же, этот вопрос я иногда задаю себе. Но я вам скажу, что у меня с безопасностью все отлично. Все отлично. И ничего, что предопределено, не будет. И я знаю, что если со мной что-то произойдет, все, что я говорил, и всех, кто меня смотрит, вырезайте и распространяйте. Значит, я говорил правду. Значит, если меня убили, значит, значит, то, что я говорил, это является правдой. Это будет подтверждение моих слов. И то, что я это говорю, чтобы люди поверили в это. И чем больше будет доказательств, да, я больше не смогу продолжать. То же самое. Вижу все, как я это представляю, я уже, в принципе, все высказал вот за эти там полгода, которые вот веду эту деятельность. Поэтому ничего страшного, то, что не станет одного человека, я в этом не вижу, кроме там личной трагедии родственников. Но для нашего общего дела ничего страшного в этом нет. И они получат все, что угодно. Я имею в виду путинская Россия. Они могут получить нашу землю, наши средства, наше здоровье забрать они у нас могут. Они могут забрать у нас, даже находясь здесь, нашу жизнь. Но они не могут получить, когда в жизни они этого не получат. Вот единственное, что я могу по этому поводу сказать. Так. Борис Мага. У меня есть паспорт, которым я горжусь, паспорт Ичкерии. У меня тоже, Борис. Так, Тойзен, Коля Жан, я тоже не гражданин Рашки, говорит Тойзен. Повезло тебе, Тойзен. Так, видео. Аслан, в Ютубе есть видео, Жириновский задает вопрос о взрыве в Волгодонске. Ему отключают микрофон. Это видео может быть доказательством в Страсбурге, как преступление Путина, разве нет? Конечно, это может быть, об этом мы уже давно говорим, доносим и так далее. Но, видите, пока еще не очень, короче говоря, дела. Ну, в первую очередь, должны русские делать. Где вот русский трибунал, я так и не вижу. Есть один журналист, как же его, Якивенко, по-моему. Яковенко, что ли, его зовут. Он проводит какой-то общественный трибунал. Это вообще бред собачий. Общественный трибунал это ни о чем. Просто мы все соберемся, все поболтаем, осудим, да, был плохой этот Путин, возможно, после его смерти. И все. Нет, так не делается. Есть специальные юридические институты, в которые нужно проводить процессуальные действия, где будет все четко в соответствии с процессом, с процессуальным вот этим законодательством, все будет правильно, все изложено. И вот после всего вот этого должны происходить там прения, тяжба, ну там споры должны происходить, предоставление фактов, доказательств и так далее и тому подобное, допрос свидетелей, фото, видео, все. Это должно все быть кристально чисто с юридической точки зрения. И потом конечная аккордная ситуация, когда суд, основываясь на этих показаниях, на этих, объективно, независимо, справедливо выносит решение, и вот тогда это становится законом. Все остальное это фигня, извиняюсь,
за мой французский. Это просто ерунда, поболтали. Вот нету русских. Появляется, вот сейчас я начал говорить, я заметил, может быть это совпадение, но начали какие-то русские больше говорить об этих терактах 99-го года. Но русские должны делать, и юрисдикция, да, как бы другое государство не может вмешиваться в ваше внутреннее дело и говорит, вот, и даже когда ты вмешиваешься, говорит, вот как вы посмели. Например, убили Зелимхана Хангашвили, и американцы, там, имея свои какие-то информацию, свои источники информации, сразу же заявили, имея большой опыт общения с Россией, и объективны, и непредвзяты в данном случае американцы. Они сказали немцам, это русский след, это прямая дорога в Кремль, ведет там к ГРУ. И тут как раздухарились, скажем так, да, помягче, чтобы российская сторона, это или там агенты влияния, которые здесь находятся, или полезные идиоты в Германии, они начали говорить, как так, это вы вмешиваетесь в внутренние дела Германии, там, как вы посмели. Просто американцы сказали, что это политическое убийство. А это и есть политическое убийство. Потому что с приходом Путина в России проводятся политические убийства массово. И это не первое убийство. Это под разным предлогом проводится убийство. Других методов у Путина, у КГБ, у ФСБ нет. И никогда не было. Они умеют только убивать и держать в страхе. И если вы их не боитесь, значит у них нет на вас рычагов давления. Так что люди должны проснуться. Так. Зацгойс. Аслан, почему чеченцы едут в Европу, а не в Штаты? Ну, это очень простой вопрос, я вам скажу, потому что Европа находится ближе, Европу можно пересечь, а добраться до Америки очень сложно. Даже в Европу попасть очень сложно, понимаете? Так, Ангел 2. Аслан, в Турции есть наши братья, как... Ну, куда делся твой вопрос? Аслан, в Турции есть наши братья, как Махран, Асламбек, Вадалов, Ширвани, Басаев. Как ты относишься к ним? Да, я знаю, Ширвани Басаева давно не видел, ну, не так, это, я думал, его уже нет в живых, если честно. Я отношусь к Махрану, к Асламбеку, Вадалову, к Ширвани Басаеву, как любой гражданин относится к своим защитникам, своим героям. Люди, которые положили, ну, очень многое на этом пути. Я ими горжусь, я их уважаю, и не только троих лиц, да, которых вы назвали, это там одни из самых там первых, там есть еще и Тархан есть, там ну, много есть ребят, которых мы имена даже не знаем. Конечно, всех уважаю, всеми горжусь и считаю своими братьями. Как я могу к ним относиться? Так. Мага Газалиев, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Андрей Швец, привет из Нью-Йорка. Приветствую, Андрей. Привет, Нью-Йорк. Так. Тризольда Леонидовна, бережи вас Бог. Дякую, Тризольда, большое вам, спасибо. Доброго тебе здоровья, Алан, говорит, Вадим Грицай. И спасибо вам большое, Вадим. Только меня зовут Аслан. Ну, огромное спасибо. Так, Гатте. Благо вам, Аслан. Салам от соседней республики Северной Осетии, Алания. Береги себя. Спасибо, Гатте, спасибо большое. Салам Северной Осетии. Эд Мамедов, салам, Аслан. Салам, брат, как ты? Так, Старезаб Дружбан, по-моему, так. Аслан, ты пропустил вопрос насчет взаимности. Имеется в виду, почему украинское общество не протестует против выдачи Илаеву. Он даже не находится в Интерполе. Ну, как сказать? Да, я тогда не понял ваш вопрос.
Да, конечно. Амхада Илаева, которого собирается выдать, категорически просто украинцы, дорогие, я вас очень прошу, не сидите, не ждите, что вот кто-то, ну, неудобно там как-то, ну, я знаю, как это выходить на митинги, когда ты не совсем ориентируешься, когда что надо делать, ты не бываешь на этих митингах, это очень сложно. И мне также первый раз, когда уходил на митинги, ну, там какой-то там чудик стоит там с плакатом, ну и что? Я вас призываю, один человек, два человека, три человека, написать плакат, выйти к суду, выйти к Харьковской прокуратуре, выйти в Киеве там, к администрации президента, к Раде, куда угодно. Я вас прошу, дорогие украинцы, братья, пожалуйста, выходите один, два человека, три человека, зовите. Ни в коем случае нельзя выдавать Амхада Илаева. Вот сейчас только что ездил от ОБСЕ наблюдатель, вот, кстати, немец Франк Швабе. Ему разрешили только один день быть в Чечне. Представьте, его вот привезли, быстро показали, весь народ вокруг был запуган, который ему не подпускали. Только самые-самые отчаянные, да, это, в принципе, наверное, мамы погибших, убитых, запытанных, сожженных, задушенных молодых людей. Эти мамы только смогли добраться, и не все узнал Швабе. У нас там убивают людей. Нам говорят, там, если неплохо в России, плохо в Чечне, живите в России. Здесь, в Германии, нам такое говорят. Но это обман, это ложь. Нету никакой России. Чечня не Россия. Чеченская республика Ичкерия никогда не была частью России. И никогда ее не будет. И даже если бы она была, нам небезопасно. Я жил в Москве последние там 20 лет. Я знаю, что это небезопасно. Последние там 18 лет. Там небезопасно. Ты можешь быть где угодно. Есть единая база, тебя быстро находят и тебя наказывают. У Амхада Илаева погибло много родственников на этой войне. Амхад Илаев в расстрельном списке. Человек, у которого погиб брат, отец, дядя, тетя, кто угодно. Этот человек автоматически заносится в расстрельный список. Если ты тихий, спокойно, тебе дадут пожить. Но когда закончится, вокруг никого не окажется, а нужно делать вот эта палочная система, результаты, как они их называют, нужен террорист, труп и так далее, оформят. Тем более сейчас, которого Амхада Илаева, которого уже обозвали уже террористом, что там он убивал каких-то там людей и так далее, и так далее, и так далее. Все ложь, про что говорят. Вы только что вытащили своих, обменяв там людей. Ваши моряки, это там, и Сенцов, это те же самые чеченцы, мы такие же граждане своей страны, и мы ничего не хотим никому плохого в этом мире, кроме как жить на своей земле. Прошу вас, украинцы, не дайте выдать Амхада Илаева. Так, ассаламу алейкум, говорит Тор 57. Ассаламу алейкум, Асан. Как ты, брат? Асан, рядовой человек имеет ли право подать в суд путинскую банду? Ва алейкум салам. Конечно, имеет. Если есть доказательства у вас, конечно, имеет право подать. Колорадо бой. Ассаламу алейкум из Крыма. Слава Ичкерии. Героям слава. Ва алейкум салам. Колорадо бой. Али Алиев, надоело на митинге, чтобы не сделать большой круг, перепрыгнул через решетку, гвардейцу подмигнул, который увидел меня, а он отвернулся. Так, Эд Мамедов задонатил. Так, ассаламу алейкум, спасибо, Эд. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Эд. Попробуй обратиться к украинцам, чтобы признали Ичкерию как Грузия. Обращались, обращаемся. На месте должны работать наши люди, которые и граждане Украины, которые чеченцы этнические. И здесь мы должны работать. Ну вот, очень-очень плохо идет работа в этом плане. Но мы будем работать, и кто хочет, давайте делать, работать. Эд. А так мы обращаемся, ну знаете как, как-то
не очень, да, хотят почему-то, я не знаю, с чем это связано, убивают, кому-то как-то не сами говорите, давайте мы вам поможем. Это вообще близко нет. Мы ходим, предлагаем что-то, и нам говорят, да, подождите, да, все вежливо, все, конечно, сейчас, на сегодняшнем этапе мы очень близки с Украиной, наши некоторые и украинские некоторые граждане, ну, побратавшиеся, реально братья, имеющие боевое братство люди, крепятся. Ну вот не все поддерживают. Не все, посмотрим. Так, привет с Украины, с Винницы, говорит, родных хочешь. Приветствую Винницы, привет Украина. Так, хватит молчать, Чечения. Док умер Люшхелег Вайсема Ашкар Мансур. Ничего не понял. Люи Швайцер, у них разные взгляды были, но я не знаю сейчас, ты к кому это обращаешься. Знаете, недостаточно быть очень смелым, очень хорошим военным. Еще нужно быть и политиком, наверное. Но это уже другая история. Так, Адам Адамов. Россия начала поход на Кавказ после того, как Европа открыла Америку и увозила золото индейцев в Старый Свет. Российская корона хотела такого же золота. Корона была уверена, что оно есть на Кавказе. Так, скажите, пожалуйста, Маулют Алтенташ, куда пропал Али Хаджиев Ахмед? Я не знаю. КРС нефть, Му Аслан, Дику. Так, сейчас, одну секунду. Так, Руслан Волков. Выдача Илаева Украиной, к сожалению, будет пятном на отношения чеченского и украинского народов. Это означает, что еще много во власти Украины пророссийских чиновников. Да, Руслан, совершенно с тобой согласен. Точно так же, как была выдача Тимура Тумгоева, которого вызвали с позиции, человек реально воевал. И Амхат Илаев, по-моему, сейчас не состоит ни в одном батальоне, но Тимур Тумгоев воевал, его вызвали и выдали. И Евгений Енин, зам генерального прокурора, до сих пор на свободе, ничего, и дышится ему хорошо. Так, Халид Хангиев. Аслан, скажи, пожалуйста, допустим, Имарат Кавказ был проектором ФСБ, но Док Умаров мог об этом не знать. Я лично считаю, что Докка был искренним. Конечно, я тоже считаю, Докка был искренним. Конечно, нет ни малейшего сомнения, что Докка не был ничьим агентом. Да, Алмула. Но это мое мнение. Да, Алмулам не был и быть не мог. Ни в коем случае. Но то, что он сделал, это было очень неправильно. С политической, стратегической, государственной позиции. Это было очень неправильно. Ну, Дорка такой же человек, как мы с вами. Он мог ошибаться. А, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Так, Чино Аслан, выше я написал, почему Амхат уехал из дома. Да, я знаю, чего я эту историю слышал. Я читал тоже, что ты тоже написал. Да, да. Аскер, ассалам алейкум. В Крыму потихоньку начинается 37-й год. Ва алейкум салам. Да, совершенно верно. Это будет хуже. Знаете, сегодня к Крыму приковано внимание международного сообщества. Там многие там пытаются как-то там помогать и так далее. Но
время, которое сейчас приковано, оно не будет всегда. Сегодня оно есть это мнение, прикованное внимание, а завтра просто его не будет. И все. И тогда возникнет такая проблема, что крымских татар и других граждан Украины будут убивать, как это делается в Чечне. И будут говорить, это был террорист. Все, а ты докажи, что не террорист. Да, вот про Тимура Тумгоева, которого выдала Украина, которого вот недавно убили в Чечне, там парня, последний раз. Вот. Террорист, все, ты докажи, что он не террорист. Его спросить, это уже мертвый человек, он не ответит. Материала дела, да-да, Крыму ждет 37-й год, это без сомнения. 37-й год ждет не только Крым, всю Россию ждет 37-й год. Или же будут приняты какие-то меры. И после 1937 года, как мы знаем, потом идут, была Вторая мировая война, да, через 2 года, в 1939 году уже началась Вторая мировая война, а до этого готовилось это подписание договора, велись работы, и пакт Молотова-Риббентропа ознаменовал начало этой войны, разделения мира. То же самое сделает Путин, без сомнения, с Ираном, с Турцией и так далее. Будут разжигать войны, где хотят. Они сделают все, что от них зависит, что они могут сделать, вне зависимости, насколько это принесет ужаса, урона, смертей. Главное, чтобы для Путина это было безопасно. Главное, чтобы он мог сказать, это не я, это Кадыров, это не я там, это ополченцы, ДНР, ЛНР там, и так далее. Главное, с кем ему чем-то нужно было прикрыться. Ну так они будут, конечно, делать, убивать, убивать и убивать. Все, что они умеют. Помните, как их профессор, вот этот, забываю его фамилию всегда, бородатый, Дугин, мерзавец, подонок и убийца, профессор, так называемый, русский фашист, который сказал, украинцев убивайте, убивайте, убивайте. Это я вам как профессор говорю. Понимаете, у них академически заложено, их обучают этому, убивать. В Сирии убивать женщин, детей, чтобы ввести в шок и запугать этот народ. А в Чечне то же самое. Все войны у нас там, они рассказывают, там случились какие-то там теракты. Но эти теракты совершались и против России, своих же граждан, и против нас. Они убивали наших женщин, детей. Вы не представляете, я слышал читал, слышал эти рассказы, и я не мог их выслушать до конца. Невероятно, что делать. Вы знаете, что творили вот в этих концлагерях, которые так назывались фильтрационными лагерями. Я клянусь Господом Богом, что немецкие, нацистские концлагеря были курортами по сравнению с тем, что было в Чечне. Это невероятно, что там происходило. Такой человек не может сделать. Ни по отношению к своему гражданину, как они нас называли, там, согражданину, ни к чужому человеку. Человек не может такое сделать. Только зверь, конченый людоед может сделать такое. Я не понимаю, как это можно забыть, простить и жить с этим. Да пошли вы все, знаете куда, кто хочет это забыть, простить и строить какие-то отношения. Нет, не со мной, без меня стройте тогда этот свой добрососедские отношения. Это ужасы, что они творят, творили. И будут творить. И в Украине будут творить. И депутат Федоров открыто заявлял, что надо убить 20% украинцев. Вот посмотрите, что произошло в Чечне, он сказал. В Чечне они убили около 30%. Ну, мы сложный народ, нас побольше надо было убить. И из 40 миллионов депутат Государственной Думы, когда уже идет война, заявляет. И это не просто слова. Я как чеченец, как человек, который не понаслышке видел, слышал, читал, имею доказательства этому. Я говорю, что это не просто слова. Идет война между Украиной и Россией. И в этот момент депутат говорит, их 20 миллионов, 20% надо убить. Из 40 миллионов, это 8 миллионов украинцев, депутат Государственной Думы России Евгений Федоров заявляет об этом. И я вам клянусь,
это они сделают, если они смогут это сделать. Вот в чем весь ужас, вот в чем вся вот ситуация. Так, пойдемте дальше. Старязап Дружбан. Почему Закаев и его команда не пытаются обратиться в международные инстанции, используя авторитетных политиков и все, что можно использовать ради того, чтобы Интерпол прекратил выдачу чеченцев? Ну, а почему бы вам это не сделать, Дружбан? Старязап Дружбан. Почему вам не сделать этого? Вы думаете, Закаев всесильный, всемогущий? Нет, это не так. Нам надо организовываться. Каждый должен делать на местах какие-то свои дела. Почему бы, опять он же задает вопрос, Старезап Дружбан, почему бы не митинговать перед штаб-квартирами Интерпола? Почему никто этим не занимается? Ведь это приоритетный вопрос, вопрос выживания. У нас вопрос выживания вообще в принципе стоит очень, вопрос очень актуален, да, по поводу нашего выживания. И я призываю, вот я уже полгода говорю, делаю митинги, где-то там как-то призываю, но не очень много. Конечно, лучше, чем вообще ничего, конечно же. Маленькая группа всегда движет в истории, всегда, всю историю, маленькая группа всегда меняет ситуацию. И нам достаточно 10, 20, 30 человек, хорошо мотивированных, образованных, четких, и нам достаточно будет. Ну вот пока люди вот пока не решаются, сидят на заборе, ждут, что случится. А что бы ни случилось, вам придется, как немцам придется реагировать на то, что сделали теракт, совершают в их стране. Также вам, чеченцы, придется слазить с этого забора. Или мы закончимся. Чечня не Россия. Мадук бух мехтраун вайн юк, а Россиец ич вайн дик дубош. Да, Чечня не Россия. Не изба, бамбу иш наш нугайон, они обманывают и себя, и окружающих. Капланов. Меня тоже очень сильно пытали, я никогда не забуду это все. Да, Лизер Балявалхуль. Конечно, это не только не нужно забывать, нужно афишировать всех, кто тебя пытал. Где тебя пытали, число, дата. У тебя, наверное, это все было записано, да, когда на свежую голову, когда после этого, наверное, было где-то заявление. Кто пытал, какие части, какая фамилия, к кому относится, кто дислоцирован. Это должно быть записано, если не хочешь открыто, не умеешь писать, там не умеешь, там это, просто записать на аудио, записать это с датами, с фамилиями, с именами. И, конечно же, настанет время, если ты готов это не забыть, мы будем всех привлекать к ответственности. Да, это не значит, что это буду я. Меня может не быть к тому времени. Но то, что мы привлечем каждую суку, которая убивает нас, в этом нет ни малейшего сомнения. Да, Изербаля Вальхуйло. Так, Тор говорит, ты не понял, почему рядовой чеченец не пойдет в суд России за оккупацию Чечни. Здесь, в Израиле, огромное количество чеченских бизнесменов. Почему с ними не связаться? Ну, связаться с бизнесменами, как? У нас нет координатов, которые с ними связаться. И кто нужен, кто патриотичный бизнесмен, он сам должен связываться. У нас есть правительство, у нас есть правозащитные структуры. Кто хочет
кто должен помогать или за кем-то бегать, мы не должны, на самом деле. Мы тоже это делаем не потому, что там нам это доставляет колоссальное удовольствие. Каждый должен прикладывать усилия. А то, что пойти в российский суд, это смешно. Извиняюсь, конечно, нету никакого суда в России. Это имитация суда, это симулятор, это видимость, создаваемая для суда. И прийти к стране, которая убила, как нам подавать в российский суд, не признавая эту страну, нет, конечно. Для этого существуют международные институты, в которые мы обращаемся, стучимся и будем продолжать стучаться до тех пор, пока не достучимся. Пока этот палец, который мы бьем в эту дверь, не пробьет эту дверь, мы будем туда стучаться. И так просто от нас не отделаться. А российский суд, это все, это фейк, фигня. Руслан Волков. Удугов принудил Доку Умарова, зависящего от финансов, получаемых им от него, и по этому поводу есть видео, где Дока говорит, что Удугов требовал объявить о создании Эмирата Кавказ, так как был их агентом. Да, Руслан Волков, есть такая версия, есть такие данные, но я не могу по этому поводу ничего сказать. Так, ну там жуткие видео, ватный персонаж, ну там жуткие видео после бомбежки, много трупов и крови, человеку с крепким нервом только удастся посмотреть. Рамазан Магомедов, русские ненавидят всех, куда им царь укажет. Да, Рамазан, абсолютно верно. Только смешно. Ассаламу алейкум, Аслан Чино, и всем, кто не может забыть и простить русским оккупантам чеченскую боль. Ва алейкум салам. Рубати Мицаева, наконец-то попала в эфир, говорит. Машио, Рубати. А Тойзан. Кто хочет, пусть тот забывает, но я и мои родные это никогда не забудем, и мы придадим все презрением нашим детям. И они будут помнить, зло должно быть наказано. Да, мула, Тойзан. Да, мула. Асланбек Тутаев, немцам тоже надо забора слезть. Да, всем пора уже слезать. Так, Виктор Зуб. Да никто никого не выдаст. Это заявление таких, как Медведчук и ему подобное. Это вы, наверное, сейчас про Илаева говорите. Но это не Медведчук заявление делает, а ваш суд собирается это сделать. Ватный персонаж. Русские прежде всего ненавидят самих русских. У соседа сдохла корова, они и рады. Это сущность русских, говорит, ватный персонаж. Это говорит ватный персонаж. Есть такое ненависть, атомизированное общество, да, есть такое. Аслабек тут Запад недооценивает этот режим. Да, недооценивает, это точно. Николай Питерский говорит, факты судью, что русские хотят уничтожить 20% украинцев. Я вам только что сказал, об этом говорил депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Я даже вырезал это, у меня где-то есть там, если надо искать, где-то на одном из моих каналов, у меня их было очень много, есть, где он говорит, что вот 20% надо уничтожить, и вот тогда украинцы будут, вот, и потом говорит, а вот видите, миллионный марш в Чечне прошел, тогда там был фейк такой под видом миллионного марша, когда они всех бюджетников на свой этот Путин собрали, поэтому это стопроцентно говорит депутат Государственной Думы, доверенное лицо Путина, как он себя называет. Гатти Готти, Аслан, позволь вопрос. Гатти, задавайте, конечно, позволю. Для этого мы тут все и собрались.
Фанта Спикинг. Мои родственники умерли на этой войне, борясь против оккупантов. Моих друзей и знакомых похитили, убили. И так почти в каждой семье. Российская Федерация фашисты. Мы не имеем морального права смириться с этой оккупацией. Конечно, ни морального, ни юридического. Да и у нас и выхода нет. Сами подумайте. Стать вот сегодняшнюю Россию, вот, которая сейчас становится кровавой сталинской Россией, которая вроде бы стала нормальным государством, и сейчас опять становится, и нам опять становится кровавой, да, и нам надо сейчас встать в их ряды и стать соучастниками этих преступлений. Я не согласен, я не буду в этом участвовать. Ни в коем случае. Аслан Керимов, ассаламу алейкум, я опоздал. Ва алейкум салам. Ну, можно перемотать. Так, Фанта Спикинг. Мои родственники умерли на этой войне, борясь против... Так, это было. Елена Орлова. Аслан, если вы пожелаете переехать в Штаты, то я смогу вам помочь. В Европе вам опаснее находиться. Спасибо большое, Елена. Нет, я не собираюсь уезжать из Германии. Конечно, я вот весной собираюсь посетить Нью-Йорк, Вашингтон обязательно, но уезжать из Германии нет. У меня здесь живут родители, я очень люблю Германию, очень люблю немцев, и спасибо вам большое, нет, я отсюда никуда не уеду. Ну, в гости к вам обязательно я приеду, Ольга. Ну, не Елена, извиняюсь. Так, не может не лично к вам, но в вашу прекрасную страну. Видео. У меня адвокат на предоставление слова сказал, что он согласен с прокурором под стражу. Москва, Басманный суд, российский суд. Да. Такое есть. Когда адвокат, когда там, наверное, это было продление, да, когда у вас продление срока содержания под стражей. Когда эта процедура происходит. Но там, в принципе, адвокат хоть соловьем пой, никто выпускать не будет, поэтому адвокат решил не выделываться, а согласиться с прокурором. И смех, и грех, как говорится. Старезап, дружбан. Аслан, почему бы не мне? Я не возглавляю правительство Ичкерии. Кто меня послушает и кто за мной пойдет? Ты реально считаешь, что этим не Закаев и его коллеги должны заниматься? Нет. Я считаю, должны этим заниматься Закаев и его коллеги, и его единомышленники. Но мы должны исходить из того, что кроме тебя и меня, и там нескольких людей вокруг Закаева, больше нет никого. Понимаешь? И мы люди, которые понимаем, к чему это идет, от бизнеса, от работы, от своих каких-то бытовых личных дел отказываемся и занимаемся вот этим делом. Тратим свое время, усилия, там какие-то прикладываем к этому. И мы не можем говорить, да, Закаев требует. Мы даже не признаем некоторые Закаеву. Нет, нам он не нравится. Он там когда-то выступал в театре, актером был. Или еще что-то. Он там это сказал. Он там то сделал, там, и так далее. А сами ничего не делают. Просто нет государства. Как мы можем добиваться? Понимаете? Надо стать рядом. Надо начать работать. Будут оскорбления, будут там угрозы, будут там траты. Ну, в минусе будешь всегда. Но мы должны делать. И для того, чтобы Закаев мог это кому-то сказать, мы должны показать, что вот мы есть. Давай, Закаев, поручи нам это. Каждый, вперед выходить, становиться. Конечно, нас не послушают. Никола Питерский. Как можно говорить, что все русские плохие? Это же нацизм. Да, это нацизм, дальше говорить, за всех русских плохо. Но большую часть назвать имперцами и фашистами, как вы считаете, это нацизм? Я считаю, это констатация факта. Русским у меня вообще никаких проблем. Вы даже не представляете. Я с русскими нахожу язык, после чеченцев, с другими национальностями там очень хорошо. И я не знаю, в чем нацизм. Сказать, что вы имперцы, да. А имперство это фашизм.
Так, можно, Гатти-Готи, можно вопрос? Можно. Главное сейчас не пропустить твой вопрос, подготовленный уже. Никола Питерский не может молчать, когда врут. Я тоже не могу, Никола. Ух, как я не могу, когда врут, молчать. Интересно, Никола, вы можете молчать, когда ваш президент, так называемый президент, врет? Так, Руслан Волков. Удугов нанес огромный вред чеченской государственности и был одним из тех, кто оставил чеченское сопротивление без средств существования, разворовавший его вместе с другими. Он был и есть агент ФСБ. Руслан, я не знаю по этому поводу, не могу сказать, но я думаю, ты парень осведомленный, мы с тобой знакомы, познакомились, и я думаю, ты намного больше меня знаешь такие вещи. Николай Тракторов. Кто такой чеченец Тимур Дикий, который на Украине воевал? Кто это? Это российский работник военных или правоохранительных структур. Рубайте Мицаев. Аслан, почаще говори молодежи, что задача получать образование. Как никогда в Европе имеют эту возможность. Объясни им эту значимость в борьбе за свободу своего народа. Да, Рубайте, абсолютно ты права, я это уже говорил. Я об этом говорил, говорю еще раз. И это даже не детям надо говорить, а родителям. Эй, чеченцы, дорогие, любимые, у нас здесь 300 тысяч. Вы должны заставлять своих детей учиться. Хотите, подкупайте их, хотите, уговаривайте, хотите их там, ругайте. Но мы их должны заставить учиться. Нет худа без добра, как говорится. У нас появилась возможность, оказавшись здесь, в Европе, дать возможность обучаться нашим детям. И это будет просто вверх глупостью, если мы не воспользуемся. Я знаю москвичей, которые платили десятки тысяч евро, чтобы их сын здесь жил, учился где-то там в Англии, во Франции, в Германии и так далее. У нас есть все возможности, все условия для того, чтобы мы могли учиться, чтобы наши дети могли учиться. Это колоссально необходимо, очень важное дело. Родители, но вы думаете, если и вы сейчас дадите им слабинку и не будете ее заставлять, они вырастут, там, из них будут люди. Да, из них будут люди, дай Бог, вы хорошие родители, и от вас будут хорошие дети. Но они должны еще быть квалифицированы, они должны быть образованы, они должны обеспечивать себя, вас как родителей и помогать своему народу в обязательном порядке. Поэтому призываю всех, чтобы дети учились. Самый сильный мускул – это мозг. Тренируйте самый сильный мускул. Ази Баку. Ассаламу алейкум. Аслам, почему иногда не выходить с контентом в чат рулетки с ватанами? Валейкум салам. Ну, я пытаюсь выходить, но у меня, если честно, это забирает очень много времени. Я сейчас занят несколькими проектами одновременно, несколькими там делами. Кстати говоря, вот мы сделали карту боев. На сайте она у меня есть. Я дал своим знакомым, молодым ребятам, которые я загружаю, и ничего я не могу с этим поделать, работами, разными там делами. И я им сказал, давайте вот карту боев заполнять, собирайте информацию. И вот вы не поверите, 2 человека согласились, и вот пока молчат. И у меня карта боев есть, сайт есть, все мы сделали. Нужен человек, который будет потихонечку, медленно добавлять эту информацию. И вот 2 человека, которые мы согласились, 2 молодых человека, которые мне согласились помочь в этом, вот теперь вот не помогают. И вот карта боев у меня висит. Все, мы сделали, висит. Сделал я перевод, озвучка книги Абдурахмана Ахтарханова «Загадки смерти Сталина». Я бы уже сам это давно сделал. Вот вам двоим я говорю, которые у меня взяли это и не делаете.
Вот и уходишь в эту чат-рулетку, в этой чат-рулетке забирать огромное время. Просто я не успеваю. И нужны помощники. Давайте, молодежь. А так очень сложно там найти достойного собеседника, чтобы он не матерился, чтобы он просто. А русским языком я тоже владею, и как бы приходится с ними собачиться. Василий Нельман. Аслан, вам надо убеждать весь западный общественный мир в том, что если их лидеры будут трусливо бздеть перед обмылком Путиным, он их всех переделает поодиночке. Переделает поодиночке. Аллах Акбар, говорит Василий Нельман. Да я об этом и говорю, Василий. Я даже не знаю, как до них донести. Они думают, если мы это говорим, это мы делаем ради себя. Да, конечно, свои права мы должны оставить. Но если бы это был бы не чеченец, такой ущемленный народ, а другой какой-нибудь, я бы то же самое говорил бы. Просто я в этом разбираюсь, я вижу, к чему это идет. И я должен об этом сказать. Я как буревестник, который там предвещает бурю, я предупреждаю. Хотите реагируйте, хотите не реагируйте. Али Алиев, Асан, как думаешь, Чечня отделится от России до развала России или после развала России? Ну, если правильно поставить вопрос, если деоккупируется, да, вы имеете в виду, если он освободит свою землю, конечно, я этого не могу знать. Я надеюсь, что реорганизация, развал тюрьмы народов послужит причиной для вывода оккупационного контингента российского и ввода туда миротворцев, для того, чтобы Запад нам помог. В первую очередь Соединенные Штаты, которые без сомнения, я очень в это верю, в это верил Джохар Дудаев и был убит, конечно, но я верю так же, как верил Джохар, и настанет время, Америка и страны Запада, в том числе, я надеюсь, это будет и Германия, нам помогут сформировать наши государственные институты, избрать, нормально провести выборы президента, парламент, обучать наши кадры и так далее, и так далее. Я думаю, это произойдет с развалом России. Наша задача всячески помочь освободиться русским и другим народам, которые находятся на территории тюрьмы народов. Создатель канала Аслан Лорд Бешум Хитеонт. Что за глупый вопрос? Али, врубайте, сейчас все через интернет. Как это они не в интернете пространстве? Таким людям необходимо всегда быть в интернете. Хамзат Ахмадов, ассаламу алейкум, Асан. Ты из кота юрта тепан мазархо уйо. Ва алейкум салам. Со кота юрта ру тепан нашхоу моцар юртар. Мазархо охтох. Ассаламу алейкум всем, лунный друг. Так, Николай Трактор, можно было бы и поподробнее ответить. Роликов с ним еще больше, чем с вами. Так, о чем это мы? Мила Йовович, сами взрослые покажите пример учебе, сами и только ваш пример. Совершенно верно, Мила. И самое, знаете, я считаю, что самое главное, было бы правильно читать книги. Если вы привяжете детей вот, к ним вот эту любовь к чтению, будете сами им интересно читать, заставляйте их читать, хотя это не очень действенно. Если вы как-то сделаете так, что им понравится читать, и они полюбят это дело, то им даже учиться не надо.
Просто если человек будет читать книги, этого достаточно для самообразования. Конечно, учиться в школу, в университет обязательно для профессии нужно, но это просто, ну все просто. Самое главное это вот читать. Читать, читать, читать. Книгу за книгой, книгу за книгой. Руслан Волков. Путин построил концлагерь России, где народ заключенный, а силовики вертухаи. Да, совершенно верно. И внутри вот этой тюрьмы народов России Путин ее как бы реформировал и подправил, да, режим ужесточил. То, что советская тюрьма она была, и вот сейчас режим ужесточил чуть-чуть, и сейчас будет ужесточать больше. Кроме этих вертухаев, которые разных национальностей, в том числе и чеченцы могут быть среди этих вертухаев, еще есть такие сословия в этой тюрьме России. Есть русский народ. Это тоже зэки, тоже на бесправном положении, но у них лучшие права, чем, например, у дагестанцев или у бурятов. Там у татаров больше, чем, например, там у дагестанцев. Самые худшие это вот сегодня оккупированные чеченцы. И сейчас вот к нашему полку прибыло чеченцы, ингуши. Ну, мы самые-самые, не очень хорошие, самые такие. Ну да, так, да, тюрьма народов есть, согласен. Так, создать канал, что-то создать. Так, так, Руслан Бамутский задонатил. Дал садой, Руслан. Надо вопрос задавать, Руслан. Надо хоть какой-то вопрос задать. Ну, с этой целью донатить. Ибрагим Х. За счет чата рулетки количество подписчиков быстро растет на канале. Если довести количество подписчиков до критической массы, можно будет влиять на умы. Так, как ты думаешь, говорит Стариязап Дружбан, как ты думаешь, Кадыров пошлет войска в защиту святынь Саудии, как отправлял в Сирию? Ведь хуситы атакуют и саудиты проигрывают. Если так продолжится, Саудовская армия окажется под угрозой. Саудовская Аравия окажется под угрозой. Нет, конечно, не пошлет. Конечно, не пошлет. Войск Кадыров не может послать. У Кадырова вообще нет никаких войск. Вот эта армия Кадырова, это российские правоохранительные структуры и спецназ по, знаете, вот судебные приставы. Вот по программе защиты свидетелей, они вот им платят деньги, и эти люди оформляются как Министерство юстиции, ну, они вот занимаются вот охранными функциями. Ну, там, например, по программе защиты свидетелей, допустим, если охраняется человек. На это выделяются бюджетные деньги, эти люди охраняют. А у Кадырова вот эти все вот эти там прыжки, там стрельбы, то, что они показывают разным, их спецназ, это ЧОП. Это охранное агентство, охранное предприятие, чеченское охранное предприятие, как они его обозвали, да, КГБшники. На самом деле это просто телохранители, которые есть. Их не обучают вести боевые действия, армейские там службы и так далее. Даже те, кто сейчас поехал в Сирию, они выполняют такие миротворческие функции. Военному делу чеченцев глубоко не посвящают, чтобы они там как-то тактику, стратегию там, и так далее, ведение боевых действий, согласованность всех там родов войск и так далее. И к этому чеченцев не подпускают. Чеченцы занимаются вот там охрана, защита, сопровождение вот такого плана. Да, вот такого плана вещи происходят. Поэтому нет у Кадырова никакой армии. У Кадырова один Кадыров мог бы туда поехать. Он 1500 человек тогда просто вот так все разбежались, когда он подошел. Прямо вот так, как он сам говорит. Если бы он один туда поехал, бы все хуситы бы сейчас остались бы дома. Если 1500 чеченцев разбежалось от одного вида Кадырова, которого боялась вся армия России, вот этих 1500 не могли 10 лет победить, то один Кадыров, я думаю, ну все хуситы со всего мира просто убежали бы. Я думаю так. Поэтому армия, зачем ему, которой у него его нет?
Ну, сам съездил. Так. Рубати. Так. Ангел, Аслан, Жижи Галнаш или Дюна? Жижи Галнаш, конечно. Алекс Адам. Аслан, мы знаем, что ты делаешь все для чеченского народа. Да, Мула, Адам. Да, Мула. Алекс. Или Алекс, или Адам. Да, Мула. Кадыров сам... Ричард Сваровский. Ричард, я читаю твои вопросы. Ты мне говорил просто, да, что я тебя не читаю. Рубайте, ты герой Чечни, Хоконов Сагю, тебя многие уважают. Хотя ты не мне, но все равно я тебя зачитал. Так. Ангел 2. Кадыров сам пехотинец. Как он может кого-то послать? Да-да-да, только его могут послать в известном направлении. Так, Фанта Спикинг. Кадыров это Рэмбо на максималках. Рубайте Мицаев. Аслан, ты из прошлого? Если ты мне... Нет, наверное, ты Керимову это говоришь. Так. Ангел 2 Рамзани, вид моя с тем лучше, ты говоришь. Мояц, а вот здесь вид мояц. Ты не видел, как он крокодила ловит? Ричард Сваровский. Аслан, ты выполнил свое обещание. Да, тебя в прошлый раз не было, Ричард. Я переживал, думаю, елки-палки, где он? Я хочу зачитать его вопрос. Рубайте Мицеев. Аслан, догдик хила, хаст. Хаст цая, аэр кусер, юэль бэбушка. Ну, бабушка, яйца рубать, не бери ноги на себя. Я считаю, Кадырова это врик. Врик, может, фрик? Чечня ночью. Дедик дуэльшу. Дал вызел Чечня ночью. Асадкова. Ассаламу алейкум. Ингушетир. Салам машал дуун. Ва алейкум салам Ингушетир. Асаду. Алейкум салам. Да. И Иса Азимылса. Фрик, да, фрик, все верно. Ай, да, вести жумали, ребята. Господа, мне кажется, мы уже достаточно поговорили. Да, следующий стрим будет в пятницу. Сегодня у меня в этой неделе будет очень загруженная. Поэтому, может быть, я постараюсь, как я хотел бы, в среду сделать стрим, да, чтобы понедельник, среда, пятница. И я хотел это в среду сделать на чеченском языке, чтобы мы говорили только вопросы вы задавали на чеченском. Заодно я нормально писать, читать научусь на чеченском, чем буду больше читать ваши вопросы. И если у вас эта идея вас устраивает, я бы хотел, чтобы мы чисто на чеченском такой между собойчик могли устроить и общаться на чеченском языке. Так, хорошо, вы тогда пишите свои ответы, если вы согласны, оставляйте под этим видео комментарии, хотите вы, чтобы на чеченском языке у нас было или нет. А так, всем желаю всего хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Наши права. Права это не то, что нам кто-то дает. Права это то, что у нас никто не может забрать. От рождения у нас есть право на честь, достоинство, жизнь, здоровье, справедливое судебное решение и так далее, и так далее, и так далее. На свободу слова и так далее. И мы должны свои права отстаивать. Отстаивайте, уважаемые чеченцы и друзья чеченцев, и все люди доброй воли, отстаивайте свои права. Всегда, всегда стойте на том, что даровано вам Богом. Богом нам даровано достойное существование. Ассаламу алейкум. Всем всего хорошего. До свидания.